прошло более 1500 лет, как с исторической сцены исчез народ Хуну и его героические потомки. Хуны – один из немногих народов, оставивших заметный след в истории Востока и Запада. Немногим кочевым племенам доводилось побеждать организованные войска Древнего Китая и тем более заключать с побежденными договоры мира и родства. Для китайских царств такие договоры были по сути капитуляцией, позволяющей формально сохранить лицо. Хуны громили китайские армии и добивались политического признания хунской державы, равной Китайской империи. До хунов ни один племенной вождь кочевников не мечтал равняться с китайским императором. Спустя столетия потомки хунов дошли до Римской империи и хоть и не покорили ее, но сотрясли до самого основания. Когда появились хуны, кем они были, как жили и как исчезли? Второе тысячелетие до нашей эры. Полулегендарная китайская династия Ся неминуемо приближается к своему трагическому финалу. В результате переворота вместо павшей династии Ся утвердилась династия Шан. По мнению Льва Николаевича Гумилева, смена династии произошла в 1764 году до нашей эры. Однако по новым расчетам историки полагают, что династия Ся пала позже, в 1586 или в 1562 году до нашей эры. В это самое время в степи, примыкавшей к южной окраине пустыни Гоби, кочевали племена Ханьюнь и Хуньюнь. Сын последнего царя свергнутой династии Ся, царевич Шунвэй, со своим семейством и подданными ушел в северные степи. Историки считают, что в результате смешения кочевых племен Ханьюнь и Хуньюй с осколками царства Ся образовался этнический субстрат, который со временем превратится в народ хуну. О существовании народа хуну стало известно из китайских источников. Широкие сведения о хунах найдены у автора исторических записок Сыма Цаня, жившего во II веке до нашей эры. Гениальный историк Сыма Цань составил летопись войны, которую империя Хань вела с хунами. Он задавался вопросом, почему повсюду победоносное китайское оружие не смогло сломить хунов? Ответ Сыма Цаня находил в отличиях климата и ландшафта, в которых жили хуны и китайцы. О хунах также писал историк конфуцианского направления Баньгу, умерший в тюрьме в 92 году нашей эры. В своем незаконченном труде «История старшей династии Хань» Баньгу считал нецелесообразным покорение хунов. Он считал хунов настолько далекими от китайской культуры, что даже не допускал мысли о возможной ассимиляции. Третий важный источник о хунах написан в V веке нашей эры южнокитайским ученым-чиновником Фань Хуа. Его книга «История младшей династии Хань», а также труды Сыма Цаня и Баньгу составляют фундамент истории восточноазиатских хунов. Китайская история сохранила описание жизни предков хунов до исторический период их жизни. В древности у предков хунов, вероятно, никакого государственного устройства не было. Отдельные семьи кочевали по степи со стадами, состоящими из лошадей, крупного и мелкого рогатого скота и в меньшей степени верблюдов и ослов. Весной кочевники уходили на литовку, расположенную в горах, где пышная растительность лугов манила людей и скот. Осенью они спускались на ровные малоснежные степи, в которых скот всю зиму добывал себе подножный корм. Места зимовок и литовок строго распределялись и составляли собственность рода или семьи. Позднее такой же уклад жизни наблюдался и у хунов. Формой брака была не парная семья, а многоженство. При этом жены переходили в числе прочего имущества по наследству. Мачехи переходили к сыну, невестки к брату. Наследование жен с прочим имуществом характерно для патриархально-родового строя. Такая форма брака и наследования защищала женщину от нищеты в случае смерти мужа. Новый муж был обязан предоставить ей место у очага, долю в пище и не мог бросить ее на произвол судьбы. В XII-X веках до нашей эры предки хунов начали покидать районы, примыкающие к южной конечности пустыни Гоби. Предки хунов шли на север, пересекли пустыню и распространялись в монгольских степях. В эти самые времена, когда предки хунов со своими стадами в кибитках на колесах, запряженных валами, преодолевали пустыню, где-то далеко на западе греки осаждали Трою.
В новом ареале, вдали от агрессии китайских царств, переселенцы смешались с племенами, которые историки относят к глазковской и андроновской культурам. Также важное значение имело смешение брахунского этнического субстрата с носителями культуры плиточных могил. Имя этноса, создавшего культуру плиточных могил, не сохранилось, но ученые не сомневаются, что этот этнос, наряду с переселенцами с юга, участвовал в формировании народа хуну. Гумилев считал, что так называемая культура плиточных могил по сути является ранним этапом самостоятельной хунской культуры. За несколько сотен лет в степях Центральной Монголии и Южного Забайкалья сформировался народ хуну. Освоив оба края пустыни Гоби, хуну к IV веку до нашей эры были готовы выйти на политическую сцену. Одной из причин миграции предков хунов на север было усиление царства Джоу. Агрессия джоуских ванов, а также практика истребления населения проигравшей стороны никак не вдохновляли предков хунов оставаться соседями китайских царств. С IX по III века до нашей эры в китайской историографии упоминания о хунах практически не встречаются, за редким исключением. Мир как будто забыл про них на несколько веков. Именно в этот период в степях Центральной Монголии и Южного Забайкалья формируется хунский этнос. Укрывшись от Китая в монгольских степях, зарождающийся этнос был окружен другими племенами и народами, которые оказывали на него влияние. На юге хуны граничили с жунами, древней народностью, обитавшей на севере и северо-западе Китая. Их считали протомонгольскими и прототангутскими племенами. Племена жунов населяли Азию с Хэми, где граничили с индоевропейскими чешистцами, обитавшими в Турфане. На юго-западе они владели берегами озера Лабнор и Чинчердали, примыкая к Хатану и горам Алтентага, где кочевали тибетцы. Жунам принадлежало плоскогорье Цайдам. Родственные жунам племена Ди жили в северной Сычуане. Однако основная масса жунов группировалась в Северном Китае. В VII-III веках до нашей эры жуны боролись с китайцами за гегемонию и проиграли. После поражения часть жунов слилась с кочевыми тибетцами-дансянами, и из этого слияния возникли тангуты. Другая часть скрылась на востоке в горах Хингана, где растворилась среди других предков монголов. Лев Николаевич Гумилев писал: «Мы не знаем, каковы были отношения между жунами и хунами. Вряд ли они были друзьями. А если так, то положение жунов должно было быть трагично. Зажатые между Китаем и Великой Степью, они не имели тыла, а горные долины, где они пытались укрыться от врагов, оказались ловушками, не имевшими выхода, не убежищем, а местом гибели». Таким образом, в момент становления хунского этноса жуны прикрывали хунов от агрессии Китая с юга, но при этом сами наверняка подвергались набегам со стороны хунов с севера. К северу от хунов обитали динлины. Они населяли оба склона Саянского хребта от Енисея до Силенги. Начиная с V века до нашей эры в китайских хрониках появляется упоминание об юэджах. Этот кочевой североиранский народ граничил с хунами с запада. Предполагается, что юэджи могли прийти с территории Джунгарии. Они распространили свое влияние от низины реки Тарим до плато Ордос. Восточными соседями хунов были племена Дунху. Это протомонгольские народности, занимавшие юго-западную территорию Манчжурии. Места их обитания сейчас относятся к современным китайским провинциям Внутренняя Монголия и Хэйлунцзян. Соперничество и войны с соседями определили вехи становления, развития и гибели державы хунов. К IV веку до нашей эры окончательно сложился народ хуну. Хунское общество представляло собой конфедерацию родов или племенной союз. Племенные вожди делились на западных и восточных. Это обусловливало и соответствующее деление на правых, то есть западных хунов, и на левых, то есть восточных. По родовой иерархии восточные хуны считались выше западных. Возглавлял племенной союз Шаньюй, то есть величайший. Изначально Шаньюя избирали на съезде старейшин. Выбранный Шаньюй правил пожизненно, он становился главным из 24 старейшин хуну. Иными словами, на раннем этапе становления державы верховная власть у хунов не была наследственной. Шаньюй правил всю жизнь, но не передавал власть по наследству. Со временем ситуация изменится. В хунском обществе не было классового деления и имущественного расслоения. Родовой строй обеспечивал сохранение собственности рода на средства производства.
Только обладание предметами личного потребления отличало хунов между собой. Однако это не мешало отдельным родовичам стремиться к умножению богатств, источником которых была военная добыча. Хуны, как и многие кочевники, жили за счет присваивающего натурального хозяйства. Это обуславливало необходимость ограничивать рост населения, поскольку при кочевом хозяйстве определенная территория может прокормить определенное количество людей. Подобный уклад жизни формировал у хунов нравы, которые современным людям кажутся дикой жестокостью. Однако у них есть своя логика и строгая целесообразность. Зимой ребенка бросали в снег, а затем кутали в тулуп. Если он оставался жив, вырастал богатырем, а если умирал, то через год появлялся новый сын. Когда он становился юношей, его посылали в набег на соседей. Если его убьют, ладно, новый вырастет, а если он привезет добычу, значит он герой. Поэтому редкий мужчина доживал до старости, и смена поколений шла быстро, а развитие производственных отношений медленно. Девочкам было труднее, уход за ними в детстве был еще хуже, а потом, кроме смерти, их подстерегала неволя. Зато, став матерью, женщина царила в доме, а овдовев, становилась женой деверя, то есть женой брата своего умершего мужа. Деверь должен был обеспечивать ей почет и покой, даже если брак был фикцией. В III веке до нашей эры хуны еще не могли похвастаться военными успехами. Они терпели поражение от юэджей на западе и инлинов на севере. Китайский император Цин Ши Хуанди в 214 году до нашей эры отправил войска на север и завоевал Ордос. Перейдя Хуанхэ, китайцы заняли предгорье Иншаня. Хуны ушли в степи Монголии, где их соплеменники уже находились в зависимости от восточных соседей Дунху и платили им дань. В эти трудные времена хунами правил незадачливый Шаньюй Тумань, готовый идти на уступки агрессивным соседям. Тумань имел 2 сыновей от разных жен. Желая обеспечить переход власти к любимому младшему сыну, он решил пожертвовать старшим Маде и отдал его юэджам как заложника. После этого Тумань совершил набег на юэджей. Он надеялся, что юэджи из мести убьют Маде. Но расчет Шаньюя не оправдался. Маде смог вырваться из плена и вернуться к отцу, о предательстве которого он знал. Под давлением общественного мнения Тумань передал Маде управление войском в 10 тысяч семей. И Маде не стал терять время. Он методично устанавливал среди своих воинов железную дисциплину. Маде использовал свистящую стрелу. В ее наконечнике делались отверстия, и стрела в полете издавала звук. Все воины Маде были обязаны пускать стрелы туда, куда полетела его стрела. Проверка дисциплины отличалась изощренностью. Однажды Маде пустил стрелу в своего коня. Воины, пожалевшие несчастное животное и не пустившие в нее стрелу, были казнены. В другой раз Маде пустил стрелу в свою жену. Воины, не нашедшие в себе силы пустить стрелу в беззащитную женщину, сами расстались с жизнью. Однажды на охоте Маде встретил своего отца Шаньюя и пустил в него стрелу. Никто из воинов не рискнул уклониться от выстрела. В одно мгновение Тумань превратился в подобие ежа. Так утыкали его воины Маде стрелами. Воспользовавшись замешательством, Маде убил младшего брата и его мать и старейшин, отказавшихся повиноваться ему. В 209 году до нашей эры Маде был объявлен Шаньюем. С этого момента начинается взлет родовой державы хунов.